Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о фестивалях, о наиболее интересных фестивалях, которые существуют сегодня на карте России. Мгм. Во-первых, давайте скажем о том, что сейчас многое меняется в нашей Да, жизни, конечно. и поэтому многие фестивали, из них есть очень интересные, которые вынуждены были приостановить свою работу, и таким образом мы должны понимать, что наш контекст театральный, он немножко стал беднее. Это объективная ситуация, это даже не то, что сказать, что это хорошо или плохо, это плохо. Да? Да, Любое конечно. исчисление любого контекста это плохо. Но что меня сейчас особенно радует, что я постоянно путешествую. Я никогда не сижу на месте, меня почти нет в Петербурге, и многих спектаклей петербургских я, как петербургский театральный критик, не видела. Зато я видела спектакли в очень отдаленных уголках нашей Родины. Да? Например, там Шарыпово. Это такой маленький город на 40 тысяч жителей, где есть прекрасный театр, уже дважды лауреат «Золотой маски». То есть я к тому, что меня радует в этой ситуации, в ситуации, когда очень многое отменяется и очень многое исчезает, к сожалению, или приостанавливает свою работу, как корректно сказать, что тем не менее театр очень живой, очень настоящий, очень живо отзывающийся на все, что происходит. И что особенно интересно, мы заметили такой феномен с моими коллегами, я об этом часто пишу и говорю, что вот меняется сейчас резко обстановка социально-политическая, а спектакли впитывают, уже поставленные спектакли, живые спектакли, если они живые, они впитывают смысл, зритель начинает вчитывать сегодняшние смыслы, и кажется, что спектакль поставлен, и когда спрашиваешь, когда поставлен, а он поставлен там год или полтора назад, как это? Кажется, что поставлен вчера, потому что очень актуальные смыслы, они сами, если спектакль живой, для них находится место, и зритель, и я как зритель, я их вчитываю. Поэтому, поэтому я хочу сказать, что очень много вот таких спектаклей, на которые прямо стоит все бросить и поехать их посмотреть. Вот, например, вы спрашиваете про фестивали. Вот есть такой фестиваль «Красноярская театральная весна». Это краевой фестиваль. Только что я закончила свой месячный вояж по Красноярскому краю. Я проехала там от Норильска, Ачинск, Канск, Матыгина, Шарыпово. Многие даже не слышали названия таких городов. А в этих городах есть театры живые, очень качественные, не говоря уже о самом Красноярске. Так вот, мы с моими коллегами собрали замечательную афишу, и я предлагаю в качестве событийного туризма вот жителям, например, Татарстана, и не только, сесть и поехать в марте-апреле, посмотреть там, когда будут сроки, они еще не объявлены, и посмотреть фестиваль «Театральная весна». Это краевой фестиваль Красноярского края, где невероятное количество замечательных спектаклей. Я прямо вот настоятельно рекомендую посмотреть спектакли Олега Рыбкина, спектакль «Самоубийца» и «Горе от ума». Вот это тот случай, когда смыслы наросли. Эти спектакли выпущены до, например, 24 февраля, и тем не менее он смотрит эти спектакли так, как будто они выпущены вчера, в сегодняшнем современном мире. Мы видим нашу Россию, там он такой масочный, яркий по театральной форме, спектакль «Самоубийца», например, он очень смешной, и это здорово, что русский народ не потерял способность смеяться в любой ситуации над всем, что происходит в обществе, потому что над чем посмеемся, тому и послужим, как это есть давняя такая пословица. Вот я очень рекомендую поехать и увидеть спектакли Красноярского края. И даже если они поставлены, например, не по российской классике, вот, например, там есть спектакль, поставленный по сценарию в Шарыпово, вот в маленьком этом городке, поставлен очень современный по языку спектакль по сценарию Ларса фон Триера, нашего известного киноклассика, ныне живущего, который называется «Рассекая волны». Это спектакль, конечно, мы все фильм, знаем классический фильм, но спектакль поставлен про нетерпимость в принципе, про способность людей оскорбляться, быть нетерпимыми, и там есть прекрасное сценографическое решение. Там люди
сидят в католическом храме, там протестантский храм, они сидят на скамеечках вместе с артистами. И мы чувствуем себя причастными и вынуждены брать на себя ответственность за все, что происходит. И вот этот посыл главный, что человек, каждый член общества отвечает за все, что происходит. И когда погибает героиня на глазах у нас, не где-то там, как вот Ларс фон Триер никак нам не показывает эту мертвую, камера всячески убегает или сбоит специально, да, это такой у него киноприем. А здесь героиня вот умирает прямо в центре вот этого зала, который превращен в католический храм, прямо в храме, и мы чувствуем свою причастность и свою вину в хорошем смысле, потому что это чувство вины, оно дает нам потом понимание нашей социальной ответственности, да, что да, должна быть у человека активная социальная позиция, и нужно ее проявлять, и не бояться. Это вот важный для меня такой месседж режиссера Галины Зальцман, который вот надо назвать, она тоже лауреат «Золотой маски». Вот, значит, это что касается вот Красноярский край, прям можно поехать и посмотреть целиком этот фестиваль. Или выбрать какой-то кусочек этого фестиваля, это будет очень хороший трип. Ну, не говоря уж о том, что там прекрасная природа, да, и все это совместить, и зоопарк там прекрасный. Кроме того, значит, что? Есть еще замечательный Новосибирск, говорим про Сибирь. Ну, почему бы не сесть, не поехать конечно, в Сибирь, да? В Европу сейчас не ездим, поехать в Сибирь. Вот, посмотреть фестиваль «Хаос». Есть такой, возникший не так давно, по-моему, в третий раз он сейчас должен проходить, в маленьком театре «Старый дом» возник фестиваль «Хаос» значит, не про, а это международный был фестиваль, не знаю, как он будет ли останется сейчас международным, но даже если нет, это фестиваль современных форм театральных, совершенно неожиданных, форм, в которых зрители участвуют тоже вместе с артистами, форм, которые позволяют нам пережить такой опыт, который нельзя пережить больше нигде. Ведь на самом деле вот для меня современный театр, современный спектакль, который дает мне пережить опыт, он так смоделирован, так устроен, что вне зависимости от того, сижу ли я в зале, или я хожу вместе с актерами, или без актеров просто хожу, да, есть такие спектакли променады, а в ушах у меня наушники, я слышу какие-то слова, по-другому начинаю смотреть на город, на мир и так далее, делать какие-то свои выводы. Я получаю опыт и меняюсь, именно благодаря театру. Театр смоделировал ситуацию, которую в жизни я не пережила, но пережила в театре, и это становится полноценным моим личностным опытом. Вот там много очень таких спектаклей. Фестиваль называется «Хаос», проходит в Новосибирске. В Новосибирске. Да, в Новосибирском театре «Старый дом». Очень маленький такой театр, руководит им Андрей Прикотенко. Ну и вот все спектакли Андрея Прикотенко, которые там выходят, тоже можно посмотреть. Если ближе к центру, вот в моем родном городе Петербурге существует фестиваль «Арлекин», фестиваль спектаклей для детей и юношества. Это прям такая детская золотая маска, как ее называют. Туда ездят, кстати, часто спектакли из Казани, из одного ТЮЗа, из вашего ТЮЗа Кариева, из другого ТЮЗа, русского ТЮЗа. Да, и это, в общем, действительно, там эксперты подбирают очень хорошую афишу. В этом году она просто блестящая. Вот тоже можно в апреле сесть и поехать на этот фестиваль и посмотреть там на выбор, что вам захочется, вот казанцам, татарам, посмотреть, что их там заинтересует, потому что афиша просто блестящая, она собрана со всей России. Вот спектакли для подростковой и детской подростковой аудитории, это редко что можно посмотреть вообще для такой аудитории. Для подростков вообще что-то сложно поставить, совершенно да, и как-то заинтересовать. Да. Особенно в России литература не развита совершенно. Да. А к зарубежной литературе сейчас много вопросов и претензий в наших цензоров от культуры. Поэтому, тем не менее, значит, вот я называю фестиваль «Арлекин», и также в Петербурге есть фестиваль «Радуга», афиша которого еще не сформирована, но он проходит обычно в мае, и обычно это для более взрослой аудитории спектакли, и они тоже чрезвычайно любопытные, это просто ближе ехать, потому что их привозят оттуда же, вот. Есть фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбурге, тоже не так далеко от вас, да? Это тоже фестиваль современного театра с интересными очень обсуждениями, с погружением зрителя. Там такой фестиваль, который делает Олег Лаевский, такое варево театральной мысли, не только театральной. Там люди прям общаются очень активно, и зрители, и критики. Все это очень хороший по атмосфере. Один из самых старых фестивалей
российский, который, вот, слава богу, сохранился, и на который тоже собираются лучшие премьеры. То есть не исключено, что эти какие-то премьеры пересекутся на разных фестивалях, потому что, ну, не космически много все-таки выдающихся спектаклей. Так что я это к тому, что театр российский, он живет, он продолжает существовать, в том числе в очень маленьких городках. А я хотел спросить, есть ли какой-нибудь ресурс ваш личный, либо ваших коллег, заходя на который можно было бы отследить наиболее интересные кейсы в разных на разных фестивалях? Слушайте, ну вот, безусловно, вот я сама руковожу сайтом журнала «Театр», и мы стараемся максимально писать про все. Мне кажется, это такой единственный ресурс, который собирает информацию о театрах от Москвы до окраин, буквально до самых до окраин, до Сахалина, до Владивостока. То есть там можно зайти, там есть, что там прекрасно, там есть новостная лента. И если пролистать ее и набрать там в поисковике «фестиваль», то вам выскочат анонсы ближайших фестивалей. Ну, я думаю, сейчас еще люди не покупают билеты на лето, все-таки жизнь нестабильна, и поэтому, наверное, ближе к делу будут покупать. Так что где-нибудь в апреле, мае, то есть сейчас мы можем про весенние фестивали, мы уже что-то начали писать, да, вот сейчас после Нового года уже появится, как только появляется афиша фестиваля, так у нас на сайте журнала «Театр», тот самый журнал «Театр», который существует с 1933 года, это тот самый знаменитый, да, на всю страну когда-то журнал «Театр». Сейчас он остался только как сайт, и там работает новостная команда новостников, которая собирает всю информацию, всю самую интересную. Конечно, мы не пишем о чем-то, о том, что мы совсем не знаем, но это невозможно. Но о том, что хоть сколько-то кажется нам перспективным и любопытным, мы пишем, и поэтому, да, вот на сайт журнала «Театр» можно войти, есть во всех соцсетях, он представлен, поэтому в телеграм-канале, поэтому, да, войти и посмотреть, там будет более подробно описано про каждый конкретный фестиваль, и очень часто, да, вот гиды, мы прям печатаем там гиды, у нас есть рубрика «Гиды», и ну, не про все фестивали, но про некоторые, да, сразу появляются гиды, и можно прям посмотреть, про что каждый спектакль, да, вот этот ресурс, он рабочий. Надеюсь, деньги мы ищем сами, живем на рекламу, которую продаем театрам же, поэтому надеюсь, что он доживет, еще какое-то время поживет. Аминь. И последний вопрос касаемо театральных фестивалей. Есть ли в современных российских фестивалях такая услуга, как покупка абонемента на все фестивали, либо там для туристов из других городов можно купить какой-то пакет услуг, куда будет входить проживание и посещение спектаклей? Такого нет. Вот пока такого еще я нет. Никогда не видела. Я думаю, что это будет как-то развиваться, когда туристический наш менеджмент как-то будет мыслить современно. Мне кажется, да, это очень хорошая вещь. Ну, я скажу, что и в Европе такого особенно нет. Я видела только в одном месте такое, когда можно было купить абонемент, устроить себе полное погружение. Это в радикальный современный театр. Это в Швейцарии, на берегу Женевского озера, в Лозанне. Есть такой фестиваль, общественная программа, да, мы знаем, что когда-то Франсуа Миттеран такую программу как бы защитил, провел ее через французский парламент, и в итоге это такая левая была программа, где был утвержден окончательно 8-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, ну все такое. Вот, когда рабочие Франции стали жить наконец хорошо. И вот, ну а сейчас это просто такой синоним левизны в искусстве. И вот там действительно можно купить билет, совместить это с проживанием. Ну там прям блестящий театральный менеджер Винсан Бодрие, который долгое время руководил Авиньонским фестивалем, он делает такие вещи. Но там еще это обусловлено тем, что, кстати, это похоже на нас, швейцарцы очень консервативны. Очень консервативны. Для них вот эти традиционные ценности, это им очень важно. Они не готовы вылезать из зоны комфорта. Но если им сказать, что это ненадолго, это вот смотрите, вот на 4 дня, с четверга по воскресенье, выйдет уикенд, и вы его проведете лихо. Вот посмотрите, что бывает. Вот так. Тогда они, ой, действительно. И вот они как аттракцион, да. Как американские горки, как там еще что-то. Вот они воспринимают это современное искусство как аттракцион. Я считаю, что это великая менеджерская мысль Винсана Бодрие, которая, я видела, как это работает. Это работает прекрасно. Давайте я 2 слова скажу про Карину все-таки, да? Да, потому что дело в том, что почему я согласилась приехать на этот фестиваль, только что вернувшись из Красноярска, и просто
поспав сутки проспав беспробудно, потому что дело в том, что молодые режиссеры – это сфера моих интересов. Мне нравится, как мыслят современные режиссеры. Современные режиссеры – это вот от 20 до 35 лет. Это люди, которые, в общем, свободно мыслящие люди, которые не прошли ни через пионерию, ни через комсомол, которые способны, свободны от каких-то шор. И они предлагают, которые были в Европе, много чего повидали, при этом остаются... Ну, знаете, в хорошем смысле вполне себе патриотами, которые понимают прекрасно, что и российский театр, и вот если про ваших режиссеров говорить, татарский театр, вот мы сейчас посмотрели прекрасный спектакль «Алтын Чеч», да, никто не может его упрекнуть в том, что он не патриотичный спектакль, не наоборот, да, наоборот, и не современный, не патриотичный, но при этом он современный, да, но при этом патриотичный, то есть это одно не противоречит другому, и вот современные режиссеры, они это отлично понимают, у них свои мозги, свой язык, и каждый режиссер — это сам себе алфавит, знаете, как вот у художников современного танца, у каждого свой алфавит. Так вот, они сами изобретают свой язык, и это очень интересно, когда, ну вот в советской стране мы часто, был один тип театра, вот реалистический театр, если это был Товстоногов, ну прекрасно, а если это был, 90% было такого, что, ну, странно было, вот если я бы вам так много не рассказывала про советский театр, не так много было что-то яркого и необычного, а вот у молодых режиссеров, у них мозги устроены так, что интересно, каждый раз мы приходим, и как будто вот мы на другую планету прилетели, и мы знакомимся с миром этого человека. Вот интереснее человека ничего на свете нет, да? И поэтому я всегда с интересом знакомлюсь с каждым новым режиссером, и даже их неудачи, этих новых молодых режиссеров, мне интересны очень, и я всегда, потому что они тоже входят в этот, и разбираться, почему случилась неудача, очень интересно, и это свои сюжеты, поэтому мне на этом фестивале я знакомлюсь, я открываю новые имена, татарские в основном имена, и башкирские. Вот, и я знакомлюсь с людьми, которые, оказывается, очень оригинально мыслят, соединяя национальное и интернациональное. И у них это получается, и я вижу совершенно отдельные новые миры. Вот прям очень благодарна Ниязу Игламову и Луизе Шаровой, которые меня сюда пригласили. Вот, так что... И последний фестиваль, вопрос. да. На кого стоит обратить внимание? Здесь, да. Ну, здесь же приехали, да? Ну, в том числе и приезжих, да. И... Ну, вот мне кажется, Ильгиз Зайниев очень любопытно работает. И он ставит не только в своем театре «Акият», он ставит везде. Он пишет еще драмы, такой совершенно универсально одаренный человек. Я видела, например, в Буинске, в татарском маленьком городе, его спектакль по его пьесе «Дом». И это был очень хороший, крепкий текст. Совершенно национальный и при этом интернациональный. Там все были идеи понятны про утрату дома, да, про обретение, какую попытку обретения себя вне дома и провал этой попытки. То есть вдруг сейчас молодые обращаются к вот этой теме родной земли, родных корней. Это вдруг стало популярно, это вдруг стал тренд. Представляете, вдруг стало модно. Вот Амирхан Иники вдруг ставят на уровне лаборатории. И вот эти тексты, они кажутся мне важными и интересными. Поэтому, что мы уже успели посмотреть? Надо вспомнить, надо взять какую-то программку, да, потому что начиналось все со спектакля Тимура Кулова, который очень интересно сейчас работает. Вы знаете, я вот впервые вижу, как он работает на большой сцене. Я все время видела его в Буинске, потому что он там штатный режиссер. И там я его для себя открыла, и там он был довольно ограничен, конечно, в возможностях. Потому что маленький театр в Буинске, крошечный, с очень маленькими финансовыми возможностями, материальными. И тогда Тимур пытался как-то сам что-то тут с декорацией. Но и здесь он тоже сам сделал декорации, то есть он научился делать декорации. И он попытался пройти по очень такой лезвие бритвы, да, он пытался поставить спектакль о войне сегодня по книге, написанной про Великую Отечественную войну. И это, на мой взгляд, очень интересный опыт, который это рассказ через средства игрового театра, которым артисты оказались замечательно владеют. И это такие маски, ну не итальянской комедии дель арте, а сегодняшние наши, узнаваемые, интересные, социальные и в то же время очень человечные. И я посмотрела для себя спектакль «Игра», про то, как действительно человек погружается вот в эту реальность войны, и что с ним происходит. Как молодой человек, да, погружается, что с ним в итоге происходит. Это, мне кажется, вот за Тимуром Куловым
который молодой человек, имеет хорошую школу Хейфице, за ним вот прямо можно наблюдать. Да, Айдар Забаров, конечно, который в Татарстане работает гораздо интереснее, чем в Москве и Петербурге. В Москве и Петербурге он старается ассимилироваться с российским театром и ставить такие интернациональные, универсальные тексты. А здесь он подчеркивает, что он татарин. Для него это важно прямо сейчас, и мне за ним интересно наблюдать. Мы посмотрели спектакль «Пепел», но мы и другие его спектакли здесь видели, и они гораздо интереснее, мне кажется, чем то, что он ставит в Москве, поэтому я рекомендую наблюдать за ним. И мне кажется, что театр Камала, вот как мне шепнул директор, что они очень хотят с ним продолжать сотрудничать, это им очень интересно. Вот. Так что, я еще знаю, что у вас очень интересно, это из того, что я здесь увидела, да? Конечно. Но у вас еще очень интересно работает площадка МОН, которая отдельная вселенная. Это отдельная вселенная, и это, знаете, это вселенная, которая погружает меня в татарскую культуру, абсолютно не давя на меня и не говоря, что мы вот такая крутая культура, а вы, русские, нас задавили. Они так не говорят. Они говорят, смотрите, как интересно. И вот так меня раз и обнимают этой культурой. И я понимаю, что я хочу туда, я хочу знать, да, не только Бигзур Рахмет или там Сямисес, да, а я хочу знать еще что-то. Я хочу понять, как язык этот устроен, как устроена культура, как устроены мозги этих людей. И я хочу общаться на равных с представителями Татарской Республики, с татарами. У меня здесь очень много друзей, и мне кажется, этот процесс во мне идет, и его уже не остановить. Спасибо большое. Надеюсь, что друзей станет больше. Да, вот это цель фестивалей всегда. Да, и здесь она выполняется.